Ну что, Эмомали Рахмон, а такого ты ожидал? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая ситуация выбесит нашего президента. Ведь уже когда-то такое было. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Доходы частных операторов связи в Таджикистане в январе-июле текущего года составили свыше 1,5 миллиарда сомани, сообщает служба связи при правительстве Республики Таджикистан. Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года доходы выросли почти на 16%. Это на 218 миллионов сомани. Доходы национального оператора связи Таджиктелеком, ГУП, Почта и Тачик и структурных подразделений службы связи за 7 месяцев этого года выросли почти на 5%, составив почти 98 миллионов сомани. Удельный вес частных операторов на рынке связи республики за этот период составил 95%. А как вы относитесь к ценам и качеству услуг, предоставляемыми этими операторами? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А количество пользователей интернета на начало текущего года составило около 3,5 миллионов, а абонентов мобильной связи свыше 6,5 миллионов, из которых 5,5 миллионов считаются активными абонентами. Монопольное положение на рынке мобильной связи занимают ЗАО «Индиго Таджикистан», ЗАО «ТТ Мобайл», ЗАО «Вавилон Мобайл» и ООО «Таком». Президент Таджикистана во время своего обращения к парламенту в декабре прошлого года в очередной раз выступил с критикой злоупотребления со стороны населения мобильными телефонами. В тексте послания говорилось, что за последние 10 лет на пользование мобильной связью население страны потратило 30 миллиардов сомани. Это же почти 3 миллиарда долларов, сказал он тогда. Это не маленькая сумма. За эту сумму мы могли бы достроить Рагунскую ГЭС. Вот такой у нас президент, любит считать чужие деньги. Президент также отметил, что население страны ежегодно платит 3 миллиарда сомани мобильным операторам, 90% из которых принадлежат иностранным компаниям. Напомним, правительство планировало закрыть доступ к мобильной связи абонентам, которые до 15 февраля этого года не переоформили сим-карты на ID-паспорта. Однако 12 февраля правительство внесло поправки в свое постановление, согласно которым срок перерегистрации продлили до 15 февраля 2023 года. Мы равняемся на такие страны, как Туркменистан, Северная Корея, африканские страны, в которых интернет стоит очень дорого. Показать самим людям, пользователям, что в любой момент они могут и без всяких указов, без всяких распоряжений официальных блокировать интернет и лишать людей доступа к нему. Как вы относитесь к ситуации с мобильной связью, с операторами, и со всеми этими ID-картами у нас в стране? Свое мнение по поводу всего этого и, возможно, какие-то свои мысли напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорых встреч!